В Кызылском колледже искусств вот уже на протяжении 23 лет работает замечательный музыковед, педагог музыкально-теоретических дисциплин, ученый-фольклорист Баранма Аисма Данзабелековна. Она является кандидатом искусствоведения, членом Союза композиторов России, ведущим научным сотрудником Тувинского института гуманитарных исследований и ведет широкую научную и общественно-просветительскую деятельность. Аисма Данзабелековна в 1999 году окончила Дальневосточный институт искусств по специальности музыковедения. В 2006 году аспирантуру Дальневосточной академии искусств. В колледже работает с 1999 года. В 2008 году перешла на работу в Тувинский институт гуманитарных исследований. После стажировки на кафедре этномузыкознания Новосибирской государственной консерватории имени Глинки защитила кандидатскую диссертацию по тувинскому песенному фольклору под руководством доктора искусствоведения Савалины Паисьевны Галицкой в 2009 году. Аисма Данзабелековна получила ученую степень кандидата искусствоведения, а в 2013 году вышла в свет ее монография «Тувинский песенный фольклор. Ладозвукорядный аспект». Ее разнообразная деятельность охватывает несколько основных сфер. Прежде всего, это научная работа в области музыкальной фольклористики, посвященная тувинским народным песням, мелодическим напевам героических сказаний. Аисма Данзабелековна – автор более 40 научных статей, размещенных на страницах научных изданий, сборниках научно-практических конференций, симпозиумов, межрегиональных, всероссийского и международного уровней. Еще одно важное направление ее деятельности – изучение творчества тувинских композиторов разных поколений. Этот интерес зародился в начале 2000-х годов. В это время Аисма Данзабелековна стала заведующей кабинетом тувинской музыки и преподавателем дисциплины тувинской музыкальной литературы. Она вступила в ряды Союза композиторов Тувы, а в 2011 году стала членом Союза композиторов России. Музыковед собирает материал по творчеству композиторов, неустанно пропагандируя их сочинения, участвует в концертах, посвященных их юбилейным датам, руководит дипломными работами студентов, посвященными творчеству тувинских композиторов, пишет статьи в средствах массовой информации и научных журналах. Сегодня она является одним из ведущих специалистов в области тувинской профессиональной музыки, поддерживает связь с молодыми композиторами, участвует во всех их начинаниях, а также продолжает работу по сохранению наследия тувинских композиторов старшего поколения. Аисма Данзабелековна является автором более 20 публикаций в средствах массовой информации и научных журналах, посвященных композиторскому творчеству. Среди ее многочисленных выступлений в качестве организатора и ведущей концертных программ можно отметить такие мероприятия, как «Вечер памяти», посвященный 80-летию, а также 90-летию Чиргалола в Национальном музее имени Алтын-Мадыр в 2014 году с приглашением многих известных деятелей культуры и искусства Тувы. В 2016 году «Вечер памяти» Владимира Салчаковича Тока в Кызылском колледже искусств, который стал началом первого межрегионального конкурса композиторов и исполнителей имени Владимира Тока. В 2017 году со вступительным словом о творчестве композитора Ростислава Кинденбиля выступила на концерте на сцене Дома народного творчества в честь его 95-летия. В настоящее время Аисма Данзабелековна является участником важного проекта Кызылского колледжа искусств имени Алексея Чиргалола, объединившего музыковедов, фольклористов и композиторов во главе с Екатериной Константиновной Карелиной по созданию учебника тувинской музыкальной литературы. Среди последних исследований хочется отметить работы о творчестве тувинских композиторов младшего поколения и ведущих артистов Тувы, размещенных на страницах музыкального журнала.
Это статьи о постановке спектакля «Янтарные бусы» с музыкой Ураны Хамушку, о заслуженном работнике культуры Российской Федерации и заслуженной артистке Тувы Эльвире Декулак, о постановках оперы Чечены Беликма Ростислава Кинденбиля и рок-фольк оперы Пуяна Мадыра Тулуша. За многолетний добросовестный труд в сфере образования и науки награждена благодарственным письмом и почетными грамотами Министерства образования, благодарственным письмом Палаты представителей Великого Хурала, почетной грамотой председателя правительства Республики Тыва. Завершая рассказ о творчестве Айсмы Танзыбелековны Баранма, хочется еще раз подчеркнуть разнообразие ее деятельности, интересов и значимого вклада в развитие культуры Тувы.